Мы должны в нашу собрание внести документ бюджета на трехлетний период до 1 ноября. Подготовку проекта закона о республиканском бюджете на следующие 3 года обсудили в Магасе на совещании правительства. Образовательный процесс начнется для всех учащихся в штатном режиме 2 сентября. Линейки будут, но не для всех школьников. Учебный год в регионе начнется в очном формате с соблюдением противовирусных мер. Преимущество евроконтейнеров заключается в том, что они более долговечные, они прочные. По сравнению с металлом они не ржавеют. Часть концепции дизайн-кода. Во дворах многоквартирных домов Назрани устанавливают эко-контейнеры для сбора мусора. Это проблема людей, не получивших достаточного воспитания в плане взращивания в человеке ответственности. Как заставить молодежь сказать наркотикам «нет». Профилактическую беседу о вреде наркомании провели с родителями школьников в Малгобеке. Пистолет-пулемет Судаева был сделан рабочими в 1943 году, которые находились в блокадном Ленинграде. Какую форму носили советские солдаты? Уникальная выставка оружия и обмундирования времен Великой Отечественной прошла у башни Согласия. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Подготовку проекта закона о республиканском бюджете на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов обсудили в Магасе на совещании регионального правительства. Заседание Кабмина прошло под руководством председателя правительства Владимира Сластенина. Подробности в нашем материале. Как сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Магомед Шарип Исмурзиев, региональным и федеральным министерствами финансов уже проведена сверка исходных данных, применяемых при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на предстоящий год. Ведется активная работа по подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики. Рассчитывается прогноз доходов бюджета. На сегодняшний день доклад главы республики как раз решает эти вопросы в Москве о том, чтобы расшить эту проблему. Глава ведомства отметил, что при формировании республиканского бюджета приходится учитывать и множество дополнительных факторов и действовать в условиях различных ограничений. Но неизменным остается то, что бюджет должен обеспечить устойчивость финансовой системы и социальную стабильность. На первом месте, все-таки социальная выплата. Мы даже в этом году умудрились выплатить социальные долги за 2017 год. Поэтому прошу внимательно всех, господа министры. Как подготовим бюджет, так и весь год следующий проживем. Владимир Сластенин обозначил точные сроки всех этапов создания бюджетного пакета с учетом обязательств по доработкам, прохождения проверок и контрольных мероприятий. Проект бюджета должен быть готов к рассмотрению не позднее 1 ноября. Уважаемые коллеги, министры, обратите внимание, мы должны в наше собрание внести документ бюджета на трехлетний период до 1 ноября. Причем этот документ должен будет согласован с прокуратурой. Это очень большая работа. Бюджет принимали 30 декабря. Все, такого больше не будет. Если Мурзиев сказал, 10 сентября первый сбор у нас. Первый сбор, мы всех также собираем здесь и докладываем, каждого слушателя. Каждый министр кладет себе перед глазами и график выполняет самым жестким образом. Поэтому контроль, еще раз контроль. Учебный год в регионе начнется в очном формате с обеспечением полноценного образовательного процесса. В школах будут соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе использование антисептических средств при дезинфекции рабочих поверхностей. Как сообщили в региональном Минобре, 1 сентября пройдут традиционные праздничные линейки. Чтобы избежать массового скопления людей, на них будут приглашены только учащиеся 1, 4, 9, 11 классов. 2 сентября учебный процесс для всех школьников начнется в очной форме. Напомню, по решению президента России классные руководители будут получать дополнительную надбавку 5000 рублей ежемесячно. При этом региональная надбавка сохранится. Также по поручению Владимира Путина с 1 сентября для всех учащихся начальных классов будет организовано бесплатное горячее питание.
Власти республики намерены в новом учебном году предоставить бесплатное горячее питание более 36 тысячам учащихся начальных классов. Соответствующее соглашение о переводе региону субсидий из федерального бюджета на сумму свыше 51 миллиона рублей подписано Министерством просвещения страны и правительством республики. В общеобразовательных организациях нашей республики для учащихся 1, 4, 9 и 11 классов пройдут торжественные мероприятия с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Образовательный процесс начнется для всех учащихся в штатном режиме 2 сентября текущего года. Более 200 маленьких жителей Яндари скоро переступят порог нового детского сада. Яркое по фасаду, просторное и уютное внутри, здание уже готово к открытию. Строится в селении и новая школа на 250 мест. На каком этапе строительства образовательных учреждений, расскажет Идрис Ижиев. Строительство на площадке не прекращается ни на день. Бетономонолитные работы закончились за несколько месяцев. Сейчас все силы брошены на штукатурно-малярные, а это, по заверению рабочих, самое сложное в строительстве. Выровнять стены в здании, рассчитанном на более чем 300 человек, работа очень сложная и требует много времени и терпения. Проблем хугиач хабиш бабух. Цах анадат. Я يعني إيش جو هم وجو تتحمل إنسترومنت هم إيش مقولش بعد قوي يا проблем خلص خلص. Строительство новой школы в Яндаре начали еще прошлым летом. Бригады работают параллельно на разных участках. Пока штукатурщики и маляры подготовили стены, мастера провели электричество и подвели воду. Во дворе также кипит работа. Геодезисты проектируют платформу для будущих спортплощадок. Несколько тракторов выравнивают почву и роют котлован для пожарного водоема. Школу на 250 ученических мест строят по линии регионального Минстроя. По проекту здесь предусмотрено все необходимое для комфортной и продуктивной учебы. Кабинетов для младших классов больше, а в актовом и спортивном залах одновременно могут разместить больше половины учащихся. О проделанной работе лучше всего осведомлен Султан Ваделов, начальник строительного участка. Он контролирует весь процесс с самого начала. Котельная, он уже процентов 90 готов. Теплотрассу, воду, электричество, все подвели. Цуньяга, сахар уже готовы с Балтов ездим. Пожарный водоем новый. За пожарным водоемом уже будет очистные сооружения, жижеловитель, благоустройство. А кроме этого, машина, еще 2 игральные ёлка, 20 на 40 каждого, еще площадку. Для старших, опять же, будут 2 площадки игровые для младших классов, отдыха. В Яндаре открытие новой школы заждались, ведь старая не отвечала всем требованиям безопасности и современного обучения. В местной администрации считают, новое здание позволит решить проблему с перегруженностью 2 и 3 школ. Здесь очень было старое здание, которое не было приспособлено под современные требования образовательного процесса. В частности, не было спортивного зала, не было нормальной столовой, дополнительных помещений вспомогательных для занятий по физике, химии, я имею в виду лаборатории. И вот по просьбе жителей сельского поселения Яндари эту школу включили в строительство новой школы. И мы видим, что вместо старого здания, вместо старой школы, мы видим сейчас, что проходят работы по возведению такого, скажем честно, хорошего объекта. Солидарна с Тагиром и Фатима Падиева. Она работает во 2 школе, вахтершей. После сноса старого здания весь ученический состав переехал сюда, что стало дополнительной нагрузкой на маленькую школу. Первый школ уже хаяял мялырс, но ухчу халымды тон это садим дезит ханзмял ялырс. Хаял здесь я тон цан ахта ход мди.
Сдать объект обещают к концу года, но подрядчик заверяет, что уложится раньше. К строительной организации большой кредит доверия, ведь другой объект в этом же поселении они сдали, опередив поставленные сроки. Детский сад на 220 мест ждет открытия. Для комфортного пребывания детей здесь предусмотрели абсолютно все. Игровой площадки же, спортзал, музыкальные, душ, кабины, все соответствует. Сад примет 12 групп по 20 малышей. Это по 4 ясельных, средних и дошкольных подгрупп. Особое внимание заслуживает дизайн детского сада. Яркие цвета, переливаясь на солнце, придают зданию сказочный вид. Внутренняя отделка также выполнена в особенном стиле. Граффити на каждой стене от величественных башен до персонажей мультфильмов. Большое внимание также постарались уделить и воспитанникам с ограниченными возможностями. На каждую лестницу установили специальные подъемники с электроприводом. Открытие объекта запланировано на сентябрь этого года. Списки воспитанников еще составляются. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. В сети интернет некоторые родители пожаловались, что с них в школах региона требуют собрать деньги для школьных нужд. Также, по их словам, помимо этих самых нужд, в этом году добавились еще и расходы на медицинские маски, дезинфицирующие средства и даже люминесцентные лампы. Мы обратились за разъяснением ситуации к министру образования республики Эсет Боковой. В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике и в стране в целом необходимы меры по соблюдению дистанции, по обеспечению дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты учащихся, работников школы будут обеспечены за счет выделенных средств из республики Ингушетия, местного нашего бюджета. То есть до учреждений будут доведены средства на приобретение этих необходимых всех средств защиты. Я могу с полной ответственностью заявить, что руководители образовательных учреждений не занимаются сборами средств на приобретение средств индивидуальной защиты и на остальные необходимые препараты с соблюдением эпидемиологической ситуации, так как средства эти будут выделены из регионального бюджета и доведены до учреждений. Во дворах многоквартирных домов в Назрани местная администрация начинает устанавливать эко-контейнеры для сбора мусора. Это часть концепции разработанного дизайн-кода города. Сейчас их 3, а в скором времени станет значительно больше. Подробности у Зелимхана Калоева. Изменения к лучшему. По проспекту Базоркина рядом с многоквартирными домами власти Назрани установили новые евроконтейнеры для сбора мусора. Каждый участок оборудован так, чтобы эстетический облик города изменился в лучшую сторону. Металлические конструкции с крышей и баки пришлись как нельзя кстати. Преимущество евроконтейнеров заключается в том, что они более долговечные, они прочные. По сравнению с металлом они не ржавеют. По сравнению с теми баками, которые у нас стояли, у них объем намного больше, то есть у металлических баков объем 0,7, а у евроконтейнеров 1,1. Почти более 1,5 раза объем превышает. Пока в Назрани 3 таких площадки. Через 2 недели планируют открыть еще 7. Между тем, до появления новых евроконтейнеров на одной из улиц творился, мягко говоря, полный беспорядок, от которого сами жильцы были обескуражены. Автор этих кадров — Мадинат Куштова. Мусор во дворе накопился за пару дней из-за того, что его вовремя не вывозил оператор. А когда вспомнили, пришли и просто подожгли все прямо во дворе. Я когда подходила, возмущалась, я говорю, что это такое, почему столько мусора не вывозится? С какой вы организацией? Мне сказали, с экосистемы. Грузовая машина. Они частично собирают мусор, вывозили, а куча, когда накапливалась, они ее просто поджигали и уезжали. Тут много детей, много. Почему мы должны дышать? Это же химический дух, хамажмейцик. Главная проблема и в том, что баки очень быстро заполняются. Они рассчитаны только на многоквартирные дома. Выбросить мусор в чужие контейнеры приезжают со всей округи, отмечают жители. Безответственными можно назвать и самих жильцов. Вот что творилось недавно на одном из новых участков по улице Московская. Люди ленятся даже пройти несколько шагов, чтобы забросить пакет прямо в бак. Долговечно хугиош, духья хугиош, мехтик мияиви. Сунах ал чамбарсон цар шебириш хаш болш. Баха шарги
حد بيش سباكيت شيء أكوراتنا أشقة ساشي لعوبوش أنا شيء إيش بيجوش باخرج قان إيش أول تأشلتها أوس تست اللي يجعلي دليت إدي سباكيت بوه بي إز موسر يورجو أقصو حاجة خو صق جو أشامبوش محتي خولتا أقوي إجمال إج يوروباك إج لقى أوتي جو حبال بيت بات سوين تاني بوه بي صوغشلش. Но как бы облик Назрани не изменялся, чистота все же зависит от самих жителей. Железные мусорные баки, которые стояли тут до недавнего времени, оставляли желать лучшего. Власти города будут менять их в скором времени. Все это в рамках концепции «Дизайн-код города». Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Как заставить молодежь сказать наркотикам «нет»? Вопрос, волнующий многих родителей в наши дни. Проблема действительно актуальная и серьезная. Ситуацию усугубляют и современные психотропные вещества. Профилактическая беседа о вреде наркомании прошла в Малгобекской районной администрации. В роли слушателей члены родительских комитетов. Дана Плиева с подробностями. Это проблема людей, не получивших достаточного воспитания в плане взращивания в человеке ответственности. Все опасности наркотиков не может осознавать человек, безответственно относящийся к своей жизни и здоровью, считает Куреш Гулиев. А воспитывать в своем ребенке эту ответственность – задача родителей. С этим мнением согласна и Хадишат Илиева, завуч 29-й школы, которая на таких встречах ищет советы по воспитанию детей. Сейчас родители очень сильно заняты, особенно вот те родители, которые предоставляют для своих детей много времени свободного. Не знаю, может они заняты, может они работают, деньги добывают. Но в результате страдают дети, потому что у них очень много свободного времени. И что они делают? Они ищут чем заткнуть вот это пространство, свободное временное пространство. Организаторы встречи антитеррористическая комиссия региона совместно с молодежным советом в роли слушателей члены всех родительских комитетов Малгобекского района, которые представляют порядка 20 школ. Проблема в наши дни настолько актуальна, что поднимается практически на каждом открытом уроке в учебных заведениях, отмечает Зарета Тачиева. На сегодняшний день в школах выявленных случаев, в наших школах выявленных случаев такой зависимости нет. Как рассказывают на встрече, сейчас одна из острых проблем среди молодежи именно аптечная наркомания. Чаще всего на обещание мнимого удовольствия попадаются подростки. И многих в зале волнует вопрос, насколько опасны последствия от употребления таких препаратов. Любой непосредственно все случаи, да, именно по каким железам бьет лирика. Так, адрес первого скажу, да, примерно завтра где-то должен, да, мне не скажу, да, кисти да я не полицем, они отдаться я когда мы не наубицем, не купят уже естественно ситуация есть узнала. Немногие наркозависимые, которые начали употреблять психотропные вещества в подростковом возрасте, доживают до 30. Частые причины такого увлечения – это незнание, куда девать свободное время. Спорт, творчество и разные хобби. Найти альтернативы пагубной зависимости можно всегда, уверены лекторы. Самое главное для родителей – интересоваться жизнью своего ребенка. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. 3 онлайн-смены и 170 проектов от Ингушетии. 11-й Северокавказский молодежный форум «Ашук-2020» близится к завершению. Участники защищают проекты через видеосвязь. Ингушетию на форуме представляет около 200 активистов. Продлится Машук до 26 августа, но предварительный итог уже известен. Тему продолжит Тамара Хашагульгова. В этом году впервые онлайн, зато количество участников по сравнению с прошлыми годами в разы больше. Более 200 человек из Ингушетии тоже в числе претендентов на получение гранта. Кто-то в этом деле уже, можно сказать, профессионал, а другие, к примеру, Юсуп Чанеев, пробуют свои силы впервые. Участник 3-й смены мечтает проводить в родном Сунжинском районе спортивные состязания наподобие Кавказских игр. Теперь дело за малым – успешно защититься. Эти виды спорта, бег, прыжки, подтягивания на турникете, более-менее популярные виды спорта, которые у нас бывают
В особенности у нас боевое искусство, бокс, ММА и так далее. А такие виды у нас не проводятся. И я бы хотел смотивировать молодежь к спорту, здоровому образу жизни. То есть студентов и школьников. Возрастная категория, которая там будет участвовать, от 18 до 25 лет. Этот форум уже 11-й по счету. К слову, Машук-2020 стартовал еще 2 недели назад. Выходили в прямые эфиры, присоединялись к лекциям и защищали проекты. Участники Машука, можно сказать, не выходя из дома. Или вот на такой площадке. По разные стороны баррикад. Пока одни защищаются или ждут своей очереди, другие как раз оценивают подготовленность участников. У каждого эксперта свое направление. Чаще всего ошибки в социальном проектировании заключаются в том, что участники не знают и не понимают, как нужно писать социальный проект. Чаще всего пишут сумму софинансирования, но сумма софинансирования не доказана. Пишут партнеров проекта, партнеры тоже, письма поддержки от партнеров тоже не получены. Вот такого ряда были замечания у участников. Без ошибок хоть и не обошлось, но и о положительной стороне тоже забывать не стоит. Многие ребята смогли успешно защититься на начальном этапе. По итогам 2 смен и по итогам половины 3-й смены, на моей смене Ингушетия защитилось около 20 человек. И, если я не ошибаюсь, 10-11 из них рекомендованы на получение гранта. В 3 номинациях, где я участвовала, это профилактика негативных проявлений в молодежной среде, это укрепление семейных ценностей и молодежные медиа. На данной смене представлено в 2 номинациях 5 человек, успело защититься 2 человека. Добровольчество, экология, политика, сервис и туризм. Многие уже успели попробовать свои силы в рамках 2 тематических смен – глобальные вызовы и национальный код. 3-я – мастерская сообществ, только близится к своему завершению. Однако предварительный итог уже можно подвести. У нас по итогам уже 2 смен мы лидируем с общей суммой грантов 4 миллиона 350 тысяч. По итогам 2-й смены мы занимаем 1-е место, там 2 миллиона 350 тысяч, 9 грантов выиграно. По итогам 1-й смены у нас 2-е место, 1 миллион 883 тысячи. У нас опять 9 выигранных грантов. В основном номинации это спорт, ЗОЖ, туризм, профилактика негативных проявлений, укрепление семейных ценностей и волонтерство. Окончательные результаты по итогам 3 смен Машука подведут через несколько дней. Кстати, в середине сентября организаторы запланировали и 4-ю смену, причем в офлайн формате. Если на первые 3 смены квоты выделялись каждому региону, то в последнюю попадут только 300 самых активных, независимо от места жительства. Тамара Шагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. 3 сентября стартует регистрация для участия в диктанте Победы. Он пройдет во всех регионах России. Акция нацелена на привлечение интереса граждан к истории Великой Отечественной войны. Она приурочена к 75-летию Победы. Тест будет состоять из 25 вопросов, 20 общефедеральных и 5 регионального значения. На ответы дается 45 минут. Зарегистрироваться участники могут через сайт диктантпобеды.рф и выбрать место для его написания, а затем узнать результат в личном кабинете. В каждом из регионов России у участников будет широкий выбор площадок. Старт диктанту дадут в 14:00. В Ингушетии планируют возобновить диспансеризацию. Такое решение принято в связи со стабилизацией эпидситуации в регионе и вводом 3-го этапа снятия ограничительных мер. Кто и когда должен пройти медосмотр, а кому не рекомендуется, расскажет Тамара Шагульгова. В этом году диспансеризация будет проходить по новым правилам, по предварительной записи по телефону. Сделано это, чтобы избежать больших очередей в связи с эпидобстановкой, снизив тем самым риски заражения. Напомню, что 3-й этап снятия ограничений в республике начался с 10 августа. А значит, обратиться за плановым медосмотром можно будет уже совсем скоро. Обычных диспансеризаций это будет первое индивидуальные средства защиты использования. Это органов дыхания и рук, перчатки, маски и другие. Это соблюдение социальной дистанции, то есть не менее 1,5 метра. Это соблюдение дезинфекционного режима, то есть при входе в каждое медицинское учреждение, в котором будет проходиться диспансеризация, будут дозаторы с антисептиками.
Однако кому-то с диспансеризацией придется все же повременить. Тем, кто находится в группе риска. Ведь опасность заражения и осложнений еще никто не отменял. Старше 65 лет, также с хроническими заболеваниями, будет рекомендована самоизоляция, так как они в зоне риска. Диспансеризацию обязаны проходить практически все. В возрасте от 18 до 39 лет она положена раз в 3 года, а уже после 40 ее желательно проходить ежегодно. Традиционно профосмотры проводятся в 2 этапа. Сначала пациентам измеряют рост, вес, давление, делают флюорографию, которая позволяет составить общую картину. После этого их направляют уже к специалистам узкого профиля для дополнительной диагностики. После первого этапа, если есть необходимость, какие-то отклонения, больного пациент направляет на второй этап для дальнейшего обследования. Мы знаем, что при скрининге обследование проводится для раннего выявления онкологических заболеваний. Диспансеризация не предполагает определение коронавируса, он даже если есть какие-то симптомы коронавирусной инфекции, то диспансеризация не проводится этому больному. Чтобы сдать анализы и пройти обследование, не обязательно ждать ухудшения здоровья. Главная задача медосмотров как раз выявить признаки заболеваний или отклонений на начальном этапе. Болезнь легче всего предупредить, чем потом разбираться с ее последствиями. С этой прописной истиной согласны здесь многие. Диспансеризация, я узнал, что у меня болит легкие, воспаление у меня было. А потом я лег, не лег, дома вылечился. Лекарства выписали, дома вылечился. С датой начала диспансеризации пока не определились, говорят врачи Центра медпрофилактики. На днях ее должен утвердить республиканский Минздрав. А значит, уже сейчас можно записываться на прием. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Причина многочисленных пробок с массой неудобств, заставляющих совершать еще больше нарушений. Все это результат парковки в неположенных местах. Почему некоторых водителей не останавливают запрещающие знаки и кто все еще верен принципу «паркуюсь где хочу». В поисках ответов на эти вопросы по самым проблемным точкам Назрани проехалась наша съемочная группа. Сигналы на этом участке не смолкают и ни на минуту. Так звучит, пожалуй, самый шумный перекресток Назрани, на котором автолюбители каждый день не обходятся без нервных встрясков. Рядом не только социально важные сооружения, но и различные объекты сферы обслуживания. Магазины, аптеки, салоны красоты, службы доставки, места общепита и предупреждающих дорожных знаков десятки. Они запрещают парковаться у зданий более чем на 5 минут. Однако пока наша съемочная группа стояла на улице Муталиева, а это более 40 минут, машины и с места не сдвинулись. Дай Солярис, 010. Выберите машину с проезжей части. Участок дороги узкий, а поток машин большой. Нерадивые автолюбители надолго оставляют машины там, где стоянка запрещена, и уходят по своим делам. Это нередко становится причиной длинных заторов и пробок, а остальным раздраженным ничего не остается, кроме как сигналить. Но бывает часто. А сами как паркуетесь? Нет, до знака можно, на минуточку. Сотрудники ГИБДД объясняют, на этом участке разрешена не стоянка, а только остановка на 5 минут. Правда, некоторые, вопреки всем знакам, забыв об уважении к другим участникам дорожного движения, оставляют машины где хотят и как хотят. Например, водитель этой легковушки без проблем устроился на газоне. Именно на этом участке у нас часто приходится штрафовать, так многие оставляют машины на обочине. Где-то у нас за последние полгода около 200 нарушений выявлено. Правда, поход в магазин не так затягивается, как прием к врачу. Это медицинское учреждение располагается прямо напротив республиканской больницы. Здание шестиэтажное, и парковку подрядчик, видать, и рассчитал из того же принципа – на 6 мест. Бесперебойный поток машин к поликлинике еще больше усложняет движение на участке. Вот наглядный пример. Один подъехал, второй не может выехать. Отсюда недовольство, скандалы, разборки. А водители возмущаются, где парковать машину, если везешь больного человека, и почему создают такие условия, что люди вынуждены нарушать правила дорожного движения. А Автоводители бег водитель ходит, я же хабяка, а вот имеет я сможешь вона бал бежбо. Шар укол шалят, а че еза или за трешка парковки езжер.
Однако правила созданы, чтобы их соблюдать. Этот знак разрешает парковаться только в 100 метрах от места, где он установлен. За нарушение наказание рублем. Штраф за это предусмотрен по части 1 статья 12.19 КоАП РФ 500 рублей. Жалуются часто и на светофор на перекрестке. Многие считают время ожидания долгим, и это тоже причина пробок. Правда, инспекторы ГИБДД с такими суждениями не согласны. Светофор настроен полностью как положено, так как улица Муталиева загружена автомобилями. На пересечении у Чеченской Гарибек-Хаджи меньше автомобилей проезд. Поэтому сделали красный свет, чтобы дольше горел именно, где поток меньше. А зеленый именно там, где поток больше проходит. А самые изобретательные паркуются прямо на остановке, абсолютно не думая, что мешают водителям маршруток и автобусов забирать пассажиров. Кстати, общественный транспорт тоже создает помехи. Пока пассажиры устраиваются по своим местам, весь поток машин позади вынужден ждать. Инспекторы отмечают, остановка не должна располагаться, создавая неудобства другим автолюбителям, и уже думают, куда ее перенести. Диана Дударова, Ахмед Гандаров, Новости 24. Уникальная выставка оружия времен Великой Отечественной войны прошла у башни Согласия в Магасе. В экспозицию вошла также военная форма советских и немецких солдат. Выставка – одна из составляющих проекта «Патриотический кинематограф». Хава Газикова тоже впечатлилась. Станковый пулемет «Максим», ТТ-43, автоматическая винтовка Токарева – это лишь краткий список оружия, которое предлагает выставка. Среди экспонатов имеются и уникальные предметы. К примеру, пистолет-пулемет Судаева был сделан рабочими в 1943 году, которые находились в блокадном Ленинграде. У каждого экспоната своя история. Почти все здесь – это не копии муляжи, а реальные образцы военных лет. На выставке представлено оружие, которое собирали со всех уголков страны, а некоторые экспонаты раньше воевали по ту сторону баррикад. Данный образец – пистолет-пулемет Томпсона, модель 1928А1. Поставлялась в Советский Союз по программе военно-технической помощи «Ленд-лиз». Являлась индивидуальным оружием экипажей бронетехники. Танки, которые поставлялись нам по Ленд-лизу, укомплектовывались именно такими пистолетами-пулеметами. Магомед Захар Угурчиев приехал в столицу вместе с сыном специально, чтобы посетить выставку, тем самым погружая сына в историю Отечества. Помимо оружия, посетители также могут увидеть здесь и военную форму советских и немецких солдат. Выставка проводится в рамках реализации проекта «Патриотический кинематограф» совместно с Комитетом молодежи Ингушетии, а также продакшн-студией «Барханоев Прод». Цель проекта – это увековечение памяти защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, сохранение нашей истории, а также вот данная выставка несет в себе характер того, чтобы ознакомить людей с оружием, с которым воевали в годы Великой Отечественной войны. Очень важное мероприятие с точки зрения развития чувства патриотизма у людей, тем более учитывая то, что этот год у нас объявлен годом памяти и славы. У нас многие мероприятия, они так или иначе связаны с Великой Отечественной войной. Выставка продлилась всего один день, но за столь короткий период посетители успели вдоволь насладиться и проникнуться военной атмосферой. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24. Ингушский тяжелоатлет Хасмагомед Балаев, представляющий Москву, стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике. В весовой категории до 109 килограммов Балаев набрал в двоеборье сумму 387 килограммов. Спортсмен также установил рекорд России в своей возрастной группе. Тренируется Хасмагомед под руководством чемпиона СССР и призера чемпионата Европы Руслана Балаева. Чемпионат страны по тяжелой атлетике проходил в Грозном с 17 по 23 августа. Выше и быстрее. 20 школьников совершили вертикальный забег на 100-метровую башню Согласия. Организатор акции – Центр культуры, спорта и туризма. Какой приз ожидал участников на самой вершине, расскажет Идрис Ижиев. Вот так ребята покоряют башню Согласия. Задача – завладеть флагом на самом последнем уровне. С такой конкуренцией это будет непросто, ведь в забеге соревнуются больше 20 участников. Инсар Гезгиев – один из фаворитов. Спортсмен впереди остальных. Этаж за этажом он приближается к цели.
Забег организован Центром культуры, спорта и туризма Магаса. Именно знамя нашей страны победителей водрузит на самом верху. С начала дистанции несколько участников уходят в отрыв. Но, как ни странно, главные фавориты пока позади. Тише едешь, дальше будешь. Сегодня этим правилом руководствуется и Исмаил Султыгов. Учитывая расстояние и высоту, лучше экономить силы для решающего рывка. Выбранная стратегия приносит свои плоды. Российский флаг в руках Исмаила. Весело провести время в компании друзей перед окончанием лета. Такую возможность активисты стараются не упускать. Награды призерам как нельзя кстати, ведь впереди 1 сентября. Первое место получить у меня не получилось, занял только второе. Призы очень хорошие, потому что скоро 1 сентября, нужно готовиться к школе. Новый портфель совсем необходимым, полученный благодаря собственным усилиям. Отличный подарок не только для меня, но и для родителей, делится сегодняшний призер Инцар Гизгиев. Пришел для, так сказать, участия, а не для победы. Акция очень хорошая, мне понравилась. Призы мне нравятся, маме не придется напрягаться с принадлежностями. А так все хорошо. Организаторы считают, подобный формат не только помогает приобщать молодежь к спорту и здоровому образу жизни, но и воспитывает в молодом поколении любовь к родине. Идрис Ижив, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.